Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем, какой приговор услышал мужчина, обвиняемый в убийстве своей жены на почве ревности. Бакиров признан виновным в совершении преступлений. Покажем, как у предпринимателя похитили сумку с крупной суммой денег и драгоценными изделиями. В момент нападения у него в сумке находилось большое количество товара и денежные средства. А также хроника дорожных происшествий. Ударил, меня развернуло, он в ограждение въехал, развернуло меня еще. Это и не только. Прямо сейчас. Советский суд Казани сегодня вынес приговор 40-летнему Айнуру Бакирову, которого обвиняют в убийстве своей 27-летней жены. Напомним, трагедия произошла вечером 1 августа минувшего года в поселке Константиновка. Мужчина позвонил в полицию и сообщил, что задушил свою супругу. Перед этим он отвез 3 дочерей к своей матери, чтобы они не слышали ссор. Причиной, как установили следователи, были ревность и вспышка гнева. Женщина хотела развода и уйти к другому человеку, с кем у нее уже были отношения. Из зала суда Нафиса Минязова. Он пришел в зал суда из дома в сопровождении сотрудника УФСИН. Вещи с собой не взял. По версии следствия, 1 августа минувшего года он из ревности задушил свою 27-летнюю супругу. Конфликт у них назревал давно, и мужчина готовился к разговору. Тем вечером он отвез 3 дочерей к своей матери, чтобы не видели скандала, и вернулся домой выяснить отношения с женой. Между супругами произошел конфликт в связи с тем, что женщина собиралась уйти к любовнику. После скандала мужчина задушил ее белевой веревкой, после чего позвонил в правоохранительные органы и сообщил о произошедшем. Тогда советский суд отправил Айнура Бакирова под домашний арест. Мера пресечения оставалась неизменной до этого дня. Дети, которым сейчас 11, 8 и 6 лет, остались у его матери. Вследствие судебное разбирательство длилось ровно год. За убийство закон предусматривает до 15 лет лишения свободы. Обвинение просило чуть меньше. Государственное обвинение запрашивало наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет. Бакиров признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Приговор суда для Айнура Бакирова – 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его взяли под стражу прямо в зале суда. Приговор еще не вступил в законную силу. У подсудимого есть время его обжаловать. Будет ли он это делать, неизвестно. Нафиса Минязова, Наиль Абдулин, Вызов 112. Раскрыто нападение на предпринимателя, совершенное в конце августа у одного из торговых комплексов на улице Арбузова в Казани. Там около 14 часов дня на мужчину напали 2 людей в масках. Брызнув в лицо из газового баллончика и отобрав у него сумку с ценными вещами, нападавшие скрылись. Они потом признались, за мужчиной следили и выбирали момент для нападения. Подошли к нему с 2 сторон, чтобы лишить возможности убежать. И сбили, в том числе металлической палкой по голове. И отобрали сумку. Он и был целью нападения. Окружающие все видели, но даже не попытались остановить налетчиков. Полицейские установили, что 48-летний потерпевший занимается куплей-продажей золотых изделий. В момент нападения у него в сумке находилось большое количество товара и денежные средства. Общая сумма причиненного материального ущерба превысила 1,5 миллиона рублей. Чуть позже похищенную сумку нашли спрятанным в одном из дворов неподалеку. Деньги там были, но не все. И 27 различных золотых изделий. Оперативники вычислили автомобиль, на котором скрылись подозреваемые. Оперуполномоченный отдела полиции «Гвардейский» совместно с коллегами из городского управления задержали подозреваемых. В настоящее время мужчины в возрасте 28, 36 и 38 лет допрошены. С их участием проведены все следственные действия. Советский суд Казани отправил подозреваемых под арест, а полицейские сейчас устанавливают, куда они сбыли похищенные ювелирные изделия. Айрат Називов, Вызов 112. На улице Родина столкнулись «Шевроле» и «Киа». По предварительным данным, водитель последний, выезжая со второстепенной дороги на главную, не пропустил едущую там машину и врезался в ее правый бок. Оба автомобиля получили сильные механические повреждения. В результате ДТП никто не пострадал. Водители остались дожидаться на месте сотрудников госавтоинспекции. 4 машины по принципу домино столкнулись вечером на въезде моста «Миллениум». По рассказам очевидцев, машины стали останавливаться из-за затора, но водитель «Ауди» этого не заметил, что и стало причиной массовой аварии. Больше всего досталось «Тойоте», принявшей на себя первый удар. В происшествии никто не пострадал, автомобилям понадобилась помощь эвакуаторов.
По той же причине произошла авария на улице Вишневского. БМВ на высокой скорости въехала в Hyundai Getz. В салоне немецкой иномарки сидели две девушки. Медики осмотрели их на месте, но не стали госпитализировать. Водитель и пассажирка объяснили, что женщина, управлявшая корейским автомобилем, резко остановилась перед светофором, после чего и произошло столкновение. Владелица малолитражки еще не решила, имеет ли смысл восстанавливать автомобиль. 3 автомобиля по принципу домино столкнулись вечером на улице Фучика. Сначала водитель «Шевроле» снес «Ладу Веста», которую отбросила на «Опель». Что стало причиной происшествия, выяснила Татьяна Тимошенко. Он говорит, я не заметил. Стоило водителю «Шевроле Круз» набрать скорость, как впереди едущие автомобили начали останавливаться, но он, видимо, этого не заметил. И сперва въехал в «Ладу Весту», которая после удара отбросила на «Опель». Машины получили значительные повреждения. Маленько там головой ударился, да и все. А в больницу не поедете? Нет, нормально все. Как рассказали водители столкнувшихся машин, впереди на дороге был затор. Это и стало причиной торможения. Но водитель «Шевроле» вместо того, чтобы остановиться, наоборот, только ускорялся. Он слишком быстро ехал, наверное, отвлекся, не знаю, может. А он далеко от вас был, не знаете, на этот момент? Или близко уже был, вплотную? Но он со скоростью ехал. Он говорит, не успел затормозить. А какая скорость времени была? Судя по тому, как он ударил, нормально было, потому что мы прям вздрогнули. Водитель «Шевроле» признал свою вину в этой аварии. Покрывать ущерб автомобилистам будет его страховая компания. Татьяна Тимошенко, Айрат Назипов, Наиль Абдулин. Вызов 112. «Лада Приора» и грузовик «Мерседес» столкнулись на Горьковском шоссе. По предварительным данным, водитель фуры снес легковушку, когда она останавливалась на светофоре. В итоге «Ладу» развернула и выбросила на полосу встречного движения. Отечественная машина получила сильные механические повреждения. Тем не менее, в столкновении никто не пострадал. А как водитель объясняет, он не заметил, что ли? Ну, думал, я успею проскочить там. То есть желтый только уже заканчивал моргать, и то есть, я думал, я успею проскочить. Как вы думаете, машину будете устанавливать, нет, сейчас? Думаю, вряд ли. Volkswagen Polo развернула и отбросила на металлическое ограждение проезжей части после столкновения с КАМАЗом на Оренбургском тракте. Оба автомобиля ехали в одном направлении и синхронно поворачивали направо. Как произошла авария и кто нарушил правила дорожного движения, разбиралась Алия Хайрудинова. После удара возвращался в свою полосу уже на тормозах. Еще до приезда инспекторов водитель Volkswagen Polo готовил аргументы в свою пользу. Во-первых, он заручился поддержкой свидетеля. Во-вторых, продемонстрировал следы от шин на асфальте, где видно, что грузовик после удара сместился из левого ряда в среднюю полосу. Ну вон КамАЗ впереди шел в последней полосе. Решил вправо перестроиться, меня не заметил. Ну, ударил, меня развернуло, он в ограждение въехал, развернуло меня еще. Он вину признал? Ну, он говорит, нет, якобы он по своей полосе шел. Позже водитель КамАЗа вину все же признал, но долю ответственности возложил на второго участника аварии. Объяснил, что не перестраивался, хотя и зацепил легковушку при повороте. Обе машины спускались по Оренбургскому тракту и поворачивали направо. Может, да, я виноват, но когда я езжу сам на легковом, я вот никогда под КамАЗ, если грузовые вижу, никогда не лезу без них. Я его видел заднему этот зеркало, короче. А в итоге он оказался под колесом. Слепая зона попала. Так вы перестроились, кто перестраивался, не пойму. Большая машина, когда поворачивается, я всегда, хотя бы чуть-чуть я заезжаю полностью. Этого расстояния хватило, чтобы КамАЗ ударил легковушку, после чего та, снеся ограждение, развернулась на 180 градусов. Водитель не пострадал. В ожидании сотрудников ГИБДД он попытался примерно подсчитать ущерб. И теперь надеется, что страховая выплата покроет все затраты на восстановительный ремонт иномарки. Алия Хайрудинова, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщить нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятые вами. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.